Здравствуйте! Вы смотрите проект «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Болезнь всегда приходит неожиданно. Она может застать нас или наших близких в любом месте и в любое время суток. Поэтому в таких случаях всегда надежда на скорую помощь. И здесь вам важно быть уверенными, что помощь будет оказана вовремя. О том, как работают врачи скорой медицинской помощи и какими сложностями они сталкиваются в своей работе, в том числе и о интересных случаях на работе, мы поговорим сегодня с нашей гостем, старшим врачом смены службы скорой помощи Еленой Ушницкой. Здравствуйте, Елена Еремеевна. Здравствуйте. Давайте начнем с самого начала. Вот вы пришли на работу, и с чего все начинается? Ну, прежде всего поясню, у нас на скорой 4 смены. В каждой смене есть свой старший врач. Вот я, допустим, старший врач 4-й смены. Я прихожу на работу. Естественно, сначала организационные моменты. Бригады подъезжают, меняются, смотрят, проверяют свое оснащение, там, наличие лекарственных препаратов в сумках, да, вот это все. И при поступлении вызовов они же идут круглосуточно, бригада начинает выезжать. Так, готово, поехали. Готовы, поехали. Вот. И, конечно, водители, допустим, говорят, там, ну, мало ли, потому что какая-то поломка. Так, быстренько перезагрузка на резервную машину. И вот идем. Бригады выезжают, смотрю за вызовами. Я сижу вместе с диспетчером направления, который полностью... Вызовы поступают с диспетчерской, они уже помечены. СП, НП, да, более сложные, там, не дай бог, без сознания, это сразу АИР. И она смотрит, сразу направляет. Смотрит по сложности, конечно, вызовов, потому что у нас бригады разные. Есть врачебные, есть одна кардиологическая, одна психиатрическая, бригада АИР и фельдшерские врачебные бригады. Ну и врачи и фельдшера тоже есть разные. Есть моложе, только что пришедшие, вот врачи-ординатуры только что пришедшие. Есть врачи уже опытные, которые, ну, прошли огонь и воду, да, которые в прошлом тоже бывало, что и работали и в реанимации тоже, но потом уже в силу возраста все-таки в реанимации работать тяжело. Вот. И диспетчер направления смотрит, я тоже постоянно смотрю, у меня 2 экрана, допустим, раз увижу вызов. Так, говорю, вот этот, просмотрела его, отправляй быстро. Вот такая ситуация. Потом вызова поступают у нас по номерам 103 и 112. Тут надо иметь в виду, что на 103 у нас принимают вызова, это все-таки фельдшера медицинской службы. Они знают, как задавать вопросы, какие вопросы. По 112 там сидят все-таки не медики. Поэтому, когда приходят, бывает такая белиберда. Поэтому у нас есть прослушка, 112 сопряженная, мы слушаем, выясняем все-таки, что там происходит на самом деле. Ну, если надо, диспетчер даже перезванивает, что там с вами происходит, да, ну, и в конце концов формирует вызов. Ну, корректирует, имеется. Чтобы понять, да, какую бригаду направить. Какую бригаду. Вот. Потом, и вот так в течение всего дня, в течение всей смены 12 часов сижу, смотрю. Одновременно, конечно же, у нас очень много сейчас пришло фельдшеров молодых. Они буквально вот летом только закончили. Они, конечно, работают только в помощниках, потому что, ну, самостоятельно их выпускать еще рано. Но есть уже фельдшера, которые отработали 3 года в помощниках, они уже работают самостоятельно. И, естественно, для некоторых, ну, вообще для них это, ну, бывает сложно, вызова разные бывают. Бывает, повод звучит, ну, болит живот. Ничего такого вроде сложного нет, но там все равно бывают свои какие-то нюансы. Больные сейчас очень сложные, ну, коморбидность, да. Очень тяжелые больные бывают, естественно, у них возникают какие-то сложности. Вот, допустим, даже сегодня молодой у нас совершенно фельдшер, он, конечно, где-то что-то впадает в ступор, он сразу звонит мне, ну, и любому старшему врачу, когда меня нету, спрашивает, вот у меня больной такой-то, такой-то, а что делать? Я говорю, давай посмотрела в МИС. У нас вот сейчас хорошо, программа сопряжена с МИС, мы можем сразу же посмотреть, какие заболевания все-таки были в анамнезе. Обращался ли в поликлинику? Да. Вот все диагнозы, которые в поликлинике поставлены, мы можем посмотреть. Очень удобно. Вот, можем посмотреть, я, допустим, да, сразу захожу, смотрю фамилию, так, кардиограмму снял, там какие-то изменения. Если предыдущих у него нету никаких кардиограмм, да, на что жалуется. Всегда говорим ориентироваться только на клинику. Допустим, если мы ставим нестабильность на кардию, да, ну, если инфаркт, там, это понятно, подъем, там, депрессия. Обязательно ориентироваться только на клинику. И вот я хотела сказать, сегодня звонит тоже такой-то больной. Я говорю, то-то, то-то. Он говорит, он весь пожелтел,
Болит, говорит, сильно живот. Я говорю, так говорю, есть в анамнезе гепатиты? Асцит, наверное. Асцита нету еще. Нет? Просто весь желтенький живот болит. Гепатит есть в анамнезе? Говорит, что нету. Так, смотрим в МИСе ничего нету. Значит, нету гепатита. Что там может быть еще? То всё. Механическая желтуха, да, камни. Вот, либо камни, либо механическая желтуха. Визивор Фельдшера меня. Да, визивор Б2. Вот. Ну, это вот молодые. Ну, более наши врачи, которые давно работают, они, конечно, по таким вопросам не звонят. Они, бывает, иногда путаются в маршрутизации, вот так могут спросить, забыть там что-то, куда сегодня везти. Ну, как-то вот такие моменты. Вот насчет оснащения нашей скорой, что вот хотела сказать. У нас сейчас у каждой бригады есть планшеты. Ну, это электронный документооборот. И в 22-м году, нет, в 23-м, подключили программу Easy ЭКГ. То есть ЭКГ совмещено с планшетом. Снимает сразу же на планшете. И есть у нас вариант еще консультации. То есть можно сразу отправить. Отправляешь функционалисту, функционалист описывает эту кардиограмму. Ну, предварительно нужно позвонить. Это особенно с инфарктами, с нарушениями ритма, чтобы они уже... Ты в отделение приезжаешь, они уже видят, какого больного мы им привезли. Уже кардиограмму они посмотрели в этой ситуации. И это очень удобно для молодых тоже докторов, фельдшеров, потому что раньше они с каждой кардиограммой, почти с каждой. Это же вот сколько бригад, допустим, 22 бригады, если каждый будет звонить, вызовов 8-10 за это, голова вот такая вот. Поэтому немножко разгрузили работу старшего врача, что очень удобно. Ну, все равно, конечно, более молодые не звонят, они не могут, ну, молодые они еще пока совсем, 3 года назад, как закончил колледж. Описание ЭКГ. Вот. Что это означает? Вот объясняешь им все. Ну, и ребята учатся. Потом насчет обучения молодых. Вот. У нас есть учебно-тренировочный центр, где обучают постоянно, даже не то, чтобы обучают, а корректируют, ну, оттачивают. Это моменты сердечно-легочной реанимации. Ну, надо сказать к слову, я сам проходил у вас обучение вместе со своими врачами, базовый курс, потому что считаю, что базовый курс должны все знать. И вот как раз мы всех, основной врачебный состав, вот как раз на эти курсы. Очень интересный курс, очень надо сказать, ребята там такие подкованные, мотивированные. Они сертифицированные, это специалисты. Ну, вы когда рассказывали просто о своей работе, ведь напряжение же очень большое. Ведь вот если даже убрать то, что сейчас современные появились инструменты в виде планшетов там, и так далее, да, ведь все равно нагрузка большая. Вот как справляетесь с этой нагрузкой? Это же стресс вечный. Как идешь на смену, это же жизнь человека. На работу мы бежим с радостью, потому что бывает, иногда даже скучаешь по работе. Приходишь, это, понимаете, мы уже привыкли, это наша работа. И если бы мы не хотели бы работать на скорой помощи, нас бы это слишком напрягло, мы бы ушли бы все. Ну и люди не задерживаются. Ну, не задерживаются те люди, которым скорая, это тяжело слишком. Они уходят. А потом научилась делать так, выхожу с работы, все из головы выкинула, ничего не помню. И дома про работу вообще не разговариваю. Прихожу, вспоминаю. Бывает даже, допустим, в выходной мне звонят, что ничего не помню. Потому что вот целенаправленно так научила себя сразу все выкидывать. И я же вот раньше на выездах сама ездила линейным врачом. И я помню первое время. Это ты приходишь с работы, каждого больного прокручиваешь, думаешь, правильно ты поступила или неправильно. Потом думаешь, кого увезла, что там с ним. И вот это постоянно, вот это, да, это ненормально. Постоянно такая вне. Потом прибегала, спрашивала, вызывал, не вызывал. Вот это все. Смотрели там в архиве. Поэтому я от этого отошла, поняла, что это мне не нужно. Иначе, получается, ты все время на работе. И у тебя нет времени, когда ты думаешь о работе, ты не можешь заниматься нормально домашними делами. Уделить больше внимания своим детям, да, мужу. Вот, поэтому я все просто-напросто забываю. А тогда какими качествами должен обладать специалист, который приходит на работу на станцию скорой медицинской помощи? Ну вот... на ваш взгляд. Да. Какими качествами? Прежде всего, вот это сразу видно со студентов, которые приходят к нам на практику. Вот видно, что студент вот этот сидит. Он сидит, даже, допустим, приходится, вот, бригада уже вызывает на вызов, студент такой-то пройдите в машину, а есть такие, у которых прям глаза горят, им прям интересно. Вот это вот
Это любовь, наверное, к скорой. И именно вот к такому методу оказания даже не скорой, медицинской помощи. Именно в таком формате оказывать помощь населению. Вот глаза просто горят. И вот они сейчас работают, смотришь на них, вот они прямо, вот все, что бы ни дали, они не жалуются, что это тяжелый вызов. Они с удовольствием. У нас есть один фельдшер, который приходит и говорит: так, мне сегодня самые тяжелые вызова, клинику, отек легкого или нарушение ритма, мне все нужно. Там, и вот так перечислять. Все тяжелые вызова. Ну и правда, он справляется. И он этого хочет. Не то чтобы хочет, а как бы он тогда понимает, что он на самом деле оказал помощь. Люди-то на самом деле устают же не от того, что они вот вызывают тяжелые, да, вот это вот реанимация за реанимацией, там, да, нарушение ритма тяжелые, вот вызываешь там СПЦ или сам везешь ножевые. Они же устают от того, что приезжают, а там нечего делать. Нечего делать совсем. Вот. Люди вызвали просто так, потому что что-то где-то прочитали. Особенно же любят где-нибудь в интернете посмотреть, все симптомы на себя примерить. Все, я умираю, пожалуйста, мне скорую. Вот. Вот как быть-то в этом случае? Просто я-то с этой проблемой погружался в нее постоянно, когда и в первичном звене работал. Вызовы очень часто. И потом жалобы идут: вот скорая не едет. А как простому человеку, который не имеет медицинское образование, понять, что у него случай, который требует оказания скорой или неотложной помощи? Ну, я так думаю, если, допустим, человек здоровый, надо себя как-то оценивать. Ты здоровый? Здоровый. Состоишь на учете? Нет, не состоишь. Ведешь здоровый образ жизни? Ну, тогда что с тобой может случиться? Если ты женщина молодая, здоровая, менструации каждый месяц, да, ты рожала, что с тобой может быть? Какой инфаркт, да? Допустим, в 30 лет. Если, конечно, ты инвалид, у тебя есть врожденные какие-то пороки развития, да, ну, вот, какой-то нездоровый образ жизни, вот, там может быть все что угодно. Ну, аппендицит может быть у женщин. Аппендицит может быть. Ну, аппендицит все-таки боли в животе все равно как-то вызывают сразу же. И мы скорые вот боли в животе принимаем всегда. Потому что у женщин, кроме аппендицита, это может быть, да, разного все может быть. Вот. Ну, тут, конечно, сложно сказать. Люди разные. Допустим, если диспетчер принимает такой вызов, он понимает, что там, ну, в общем-то, это не скоропомощной вызов. Он перенаправляет ко мне. Позвоните старшему врачу. Я пытаюсь разговаривать. Ну, конечно, спрашиваю также, вот, хронические заболевания, врожденная патология, курите, не курите, пили, не пили, вот это все, ну, чтобы выяснить хотя бы фон-то. Да, на фоне чего вы вот это вот все придумали себе. Стрессы и тому подобное. Угу. Говоришь, так, нет, вам нужно все-таки в поликлинику. Вот. Есть, конечно, которые понимают, да, надо обратиться в поликлинику, возможно. А возможно, просто попить успокаивающие. Есть, конечно, люди такие, которым, наверное, лучше обратиться к психологу уже, да, потому что там примеряют каждый симптом, который вычитали где-то. Ну, любое заболевание на себя уже примерили. Таким, конечно, заниматься нельзя. Но это, наверное, это люди, пациенты психологов. Им там надо быть. Ну, вот вы сказали сами, что работали линейным врачом. Вот если так в памяти, да, самые, возможно, яркие случаи, с чем вызывают, с чем сталкивается обычный линейный врач? Ну, в основном все-таки заболевания — это сердечно-сосудистой системы. Это, конечно, инфаркты, это ишемическая болезнь сердца, это нарушение ритма, очень часто, кстати. Нарушение ритма, давление высокое, с которым они не могут справиться. А потом идут травмы, очень много травм. Особенно сейчас в весеннее время вообще много травм. Люди падают, подскальзываются просто вот даже на улице, да, и такие тяжелые травмы получают. И, конечно, органы дыхания. У нас пневмония, потом все же помнят ковид. Они всегда упоминают, что мы перенесли ковид, нам до сих пор плохо. Ну, вот такая ситуация, да. А бывали случаи, когда, вот, ну, говорят же часто, кстати, я тут, к слову, как и сам депутат, ставлю всегда вопросы, связанные с тем, что врач скорой помощи должен быть защищен от неадекватных пациентов.
вплоть до уголовной ответственности в отношении этих пациентов. Ну, когда в пьяном состоянии там кидаются на фельдшеров, там, ну, вот, когда работал на Донбассе, там и еще хлеще, там и гранату могут кинуть. Непонятно же, кто вызвал медицинскую помощь. То есть моменты всякие разные бывают. И вот в вашем случае, вот помните, когда грубили, хамили, там пытались напасть и так далее? Ну, Как вот быть тогда в этом случае? я вам расскажу свой случай один, потом расскажу чисто, ну, по скорой. Когда работала на линии, тоже был вызов, что, ну, кого-то там избили. Там была компания молодых людей в алкогольном опьянении. И, естественно, ты собираешь анамнез, смотришь, ну, надо же осмотреть все, да, как получил травму, там, все такое, опрашиваешь. Потом обязательно выяснить характер травмы, имеется, может, это бытовая травма, может, все-таки криминальная, тогда вызываешь полицию. Вот. И рядом находящиеся тоже, видимо, друзья ВАО, да, как сказать, ну, напали на меня, да. Ну, и в то время тогда вот как раз муссировался этот вопрос, что все-таки этот закон примут. Вот. И все-таки от меня приняли это заявление. Я сразу в полицию, да, сняла свой. Потому что, ну, это возмутительно просто. Но тогда мы договорились с этой девушкой, ну, со следователем, со всем. Я говорю, конечно, мне не нужны ваши там штрафы, да, вот от нее вот это все. Мне нужны извинения. Извинения, говорю, именно так, чтобы это видели все остальные. И она печатала это на формате в газете. Извиняюсь перед врачом скорой медицинской помощи, ну, имя, фамилия, отчество мое. Вот, и как бы все на этом. Ну, как бы я была этим удовлетворена. Думаю, что она в следующий раз уже этим заниматься не будет. А вот на скорой помощи у нас было вот два таких очень, ну, один очень такой просто возмутительный случай, когда фельдшер, бригада приехала на вызов, и фельдшер получил ножевое ранение. Как говорили потом, это очень хорошо, что совсем близко от сердца было. Ну, вот выжил. Мальчишка работает. Вот. Ну, там уголовное дело, да, конечно же. Потом был случай, вот у нас буквально недавно, тоже фельдшер приехал на вызов. Ну, в основном все-таки совершают это вот люди в алкогольном опьянении, да? У них это, порог весь все снижено, порог ответственности. И там тоже вот писали заявление, но пока окончания результата я еще пока не знаю. Ну, у нас же не все быстро же идет пока. Вот. А так у нас вот, хотела бы сказать большое спасибо Росгвардии. У нас у каждой сейчас бригады, любая, есть тревожная кнопка. И если есть какая-то ситуация, кнопка, это, я не буду говорить, где она находится, чтобы никто не знал. Да. Вот. И Росгвардия реагирует мгновенно. Вообще очень быстро выезжают, помогают. Потому что бывают такие случаи, что вызывают и, ну, обходятся без всяких, да, чисто так вот разошлись и все. Вот. Ну, вот они нам в этом случае, да, очень хорошо помогают. Если, допустим, вот бывает так, вызовы идут, например, также вот, ну, где-то вот кого-то побили, тоже бывают большие компании, бывает не впускают в квартиру, конечно, полицию сразу же, такие вызовы сразу же передаются в полицию. Да. Тут самое главное, чтобы полиция приехала раньше, чем, допустим, наша бригада, состоящая из мальчика и девочки, например, да. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы на скорой работали только одни мальчишки. Да, они, если что, как говорится, и за себя постоят, да, ну, себя в обиду не дадут, допустим. Если что, могут и носилки, ну, вынести, да. Но мальчики тоже у нас не слишком идут. Есть девочки, бывают совсем девчачьи бригады. Но мы, конечно, не стараемся так ставить, потому что две девочки — это очень сложно. Всегда мальчик-девочка, да. Мальчик-девочка, чтобы так работали. Потому что носилки они точно однозначно уже поднять не смогут больного. Допустим, больной, если 90 килограмм, да, и две девочки, ну там куда, да? Там даже не каждый мальчик да поднимет носилки. Поэтому бы хотела, чтобы люди, которые вызывают, все-таки, ну как-то, это же в их интересах, вызывали бы своих родственников, приглашали бы соседей, ну чтобы помогли, да. Что помогли, допустим, транспортировать, ну, до машины. Вот. Потому что у нас же не все дома, допустим, вот как КПДшки, да, там же нет лифта, и вот этот переход, вот этот длинный, да, вот, да, туда-сюда. Вот. Или, допустим, хрущевки, там, где вообще узко.
Это очень сложно транспортировать, чтобы помогали. А вот если ложные вызовы бывают, да, какая ответственность за ложный вызов скорой помощи? И как вы их вычисляете потом и Это, доводите конечно. ответственность? Допустим, вот поступает вызов, вот у меня там что-то болит, бригада выезжает, приехала, двери закрыты, на телефон никто не отвечает. Или, допустим, бывает даже, допустим, кто-то выходит и говорит, я скорую не вызывал. Это кто-то, возможно, вызвал. А может, и они сами, ну, непонятно, чем это мотивированы такие вызова. Вот. Если все-таки выясняется, что это люди вызвали в алкогольном опьянении, то все вызова теперь передаются, опять же, в полицию. Вот, допустим, у меня, ну, в моей работе была тоже одна девушка, вызывала и вызывала все. Ну, за ночь, по-моему, раз 5 или 6 вызвала. Мы, получается, один раз приехали, один раз ее застали. Потом она просто вызывала и уже двери не открывала, но опять вызывала, а потом опять еще. Мы вот это все передали в полицию, да. И вроде и мы знаем, что полиция там разговор имела с ней. Такие тоже бывают, да. А место творчеству есть в вашей работе? Вот, я, кстати, думала над этим вопросом насчет творчества. Творчество, я вот такая думаю, творчество, оно предполагает какой-то момент праздности. У нас в нашей работе, если ты не в отпуске, праздности нет. Потому что мы работаем день-ночь, потом я 2 дня отдыхаю. Получается, после ночной сплю, это, смотря какая смена, могу уже до вечера проспать, да? Потом 1 день остается на домашние дела. Что делать? Конечно, допустим, там вязать умею, там шить умею, да. Как-то пыталась картину рисовать, но я ее рисовала так долго, потому что у меня не было времени. Так она до сих пор стоит, еще не дорисованная. Алмазная мозаика тоже на мне так и стоит. Единственное, наверное, что животные мои, которые тоже занимают у меня много времени, я их люблю. Это у меня красноухая черепаха, которая уже 22 года живет, и кошечка, которая тоже живет уже 18 лет, да. Долгожители. Это Да, все почему? Потому что вы оказываете им своевременно всю помощь. Да. А почему вы сами-то выбрали эту профессию? Вот что вас сподвигло? Так, что меня сподвигло? Ну, я-то знаю, что меня сподвигло. У меня тоже были свои такие вот, ну, личная жизнь у каждого же есть, да. И я помню, в тот момент подумала, что мне нужна работа, ну, которая занимает тебя с утра до ночи. Ну, а где так можно работать? Только в медицине. Поэтому вот в медицину. Конечно, тоже потом, когда училась, был выбор, допустим, идти в психиатрию, вот ординатуру мне предлагали, либо в терапию, вот. Но потом все-таки пришла через какое-то время на скорую. Да, тогда еще главным врачом был Александр Морозов. И он мне тогда сразу сказал, говорит, Лена, говорит, ты сперва поработай, говорит, 2 смены посмотри, подойдет ли тебе. Просто походи 2 смены, дневную и ночную с бригадой. И вот, потому что говорит, тебе, говорит, придется, говорит, так, говорит, когда закончила терапию, ЭКГ, наверное, плохо знаешь, да, поэтому придется тебе самой во все это вникать. Ну, хорошо, что терапия, там все-таки все заболевания же, да. И, ну, ничего, отработала 2 смены, мне показалось интересно, да. Потом эта сменная работа тоже, это тоже плюс к нашей работе. И потом поначалу, конечно, вот это вот какое-то чувство романтики такое, на выезд, да, вечером, когда смена начинается, мы все выезжаем. Потом где-то встречаемся друг с другом так. Ну, встречаем, получается, мы, допустим, вечером, если выехали в 20:00, да, если вызовов очень много, то зайдет они только после 12. Да, тут надо заправить машину. Бывает, на заправке встретишься где-нибудь, так мимо друг друга проехали, переговорили так по телефону. Вот. И только потом после 12 ну, бригада приезжает, ну, на какой-то хотя бы на чай, да. И если вызова поступает, то опять поехали. Когда, помню, в каком же году-то было, был такой большой наплыв вообще вот, заболеваний, ну, это вирусное, это был осенний период как раз, до такой степени, что у нас все-таки посадили врачей-консультантов, потому что, ну, бригады бы не справились. Я в тот момент как раз тоже работала на линии. За всю смену 12 часов, я помню, мы заехали 1 раз на 7 минут. И все. Это было нечто, конечно. Ну, тоже был такой какой-то период. Потом, слава богу, закончился. Все вроде вошло в более-менее спокойное русло, но этот момент мы и до сих пор помним.
А вот, кстати, по поводу времени доезда бригады, ведь есть определенные нормативы, нормативы. которые утверждены приказом Минздрава России, и при разном виде оказания медицинской помощи. Экстренная, точнее, при разных формах. Экстренная или неотложная. Вот немножко о них. Еще там, где в городе, в селе. Ну, насчет города силы, в принципе, они одинаковые же. У нас разделяются скоропомощной вызов, либо неотложная помощь. Скоропомощной — это доезд 20 минут, это все знают, да, и уже там оказываешь помощь, либо транспортируешь, либо оставляешь на месте. И неотложная помощь, это может лежать до 2 часов. Ну, допустим, вот ночью вызывают, поднялась температура, да. Тут тоже надо смотреть температура. Если ты молодой человек, у тебя первый день поднялась температура, ОРВИ, немножко там першит горло, но надо понимать, что это начало вирусной инфекции. Будет высокий подъем температуры. Зачем вызывать скорую? Если тем более ты здоровый, у тебя нет никакой патологии. Да? Низкий уровень медицинских знаний. Да, потому что подъем температуры, вот я вот всегда объясняю, не надо бояться подъема температуры, если вы здоровый человек. Это же так работает ваша иммунная система. Она вот увидела агент, она хочет его уничтожить. Как уничтожить? Ну, я объясняю так, чтобы они поняли, да? Хочет, поднимает температуру, нагнетает, все, вирус там убивается. Ну, так, я почему это говорю вот так вот спокойно? Потому что у меня у самой дети, и со своими детьми я поступала именно так. Я помню, как я сидела, вот температура поднимается, 38, 38,5, 39, 39. Я сижу, я обтираю, да, водой комнатной температуры, на головочку салфетку смоченную. А он же горит, поэтому они быстро же высыхают. Поэтому ты постоянно меняешь, даешь пить и сижу, жду. Вот сижу, жду. Конечно, тоже волнуюсь. Но потом смотришь, часа 3 проходит, ребеночек открыл глаза, это он как засыпает, открывает глаза, и он уже бодрый, а на следующий день температуры уже нету, все, никакого признака ОРВИ нету. Но это, конечно, многие могут сказать, вот вам, конечно же, вы врач, там, да, вам легче. Но на тот момент я еще не была врачом, я только училась, да. Да, так многие говорят, так же, когда я там пытаюсь успокоить. Нет, вот нам нужно срочно скорую помощь. По поводу уступать место, не место, ну, хотя место тоже в дороге, когда едет скорая помощь. Ну, вот, сталкивались с тем, что нам не уступает, или все-таки в Якутске и в Якутии в целом? Нет, в Якутии сейчас, по-моему, получше стало. Вот, допустим, вот ребята, которые ездят, вот они часто снимают, вот, допустим, что они едут там на скоропомощной вызов, да, вот они вот прям снимают, да, и потом выкладывают у нас в группе. И прям машины расступаются, прям так хорошо, прям, ну, пропускают. Вообще молодцы стали. Вот. У меня, допустим, один раз был такой случай, когда когда работала на линии, мы ехали, по-моему, везли роженицу, она там кричит, схватки у нее идут, нам нужно быстро. Тут перед нами расступаются, и тут машина. Вот никак ни туда, ни вправо, ни влево. Хорошо, вот тут немножко отодвинулись, мы все-таки сумели объехать, а там сидела, ну, видимо, молодой водитель, девушка, она вцепилась в руль, она не понимает, что ей делать, бедняжка. Ой, ну, в общем, хорошо, что тут уступили, мы объехали и уехали быстро. А так, если бы, вот, допустим, некуда было бы, да, я не знаю бы, сколько мы туда ехали бы, она у нас в машине родила бы, да, что, конечно, не должно быть, потому что, ну, всегда мы смотрим. Если, допустим, приезжаем роженица, смотрим обязательно, ну, схватки, потуги, есть потуги, нет потуг, да, вот, чтобы довести, имеется, чтобы она родила уже в стационаре. Вот. Либо уже ты принимаешь решение, рожаем здесь, дома, и потом уже с ребенком везем ее. Сколько, кстати, подстанций скорой помощи действует в городе Якутске? Так, перед ковидом у нас было 2 подстанции в Хатасах и в Жатае, и они закрылись. Да, там что-то было с помещениями. Ну, как раз ковид же, вот это все, и как-то они обратно не вернулись к нам. Но сейчас вот строится здание ГБ-2, и там предполагается, что будет отделение скорой медицинской помощи, где-то 5 бригад, чтобы обслуживать полностью всю эту сторону. Это получается вот Жатай, Сатал, Кангаласы, Тулагина. Да. Потому что население растет, нужно, чтобы быстрее доезд был. Ну и летом там много людей. Да. В Хатасах она осталась.
В Хатасах тоже нету. Сейчас нету, да? Тоже. Сейчас обслуживаются полностью из города Все Якутска. отсюда из города. Мгм. Ну и, наверное, вот в завершении нашего с вами диалога, да, вот о чем стоило бы, наверное, предупредить тех, кто хочет выбрать вашу профессию, и что вы хотите пожелать самим пациентам, которые вызывают скорую помощь? Так, сначала про пациентов. Прежде всего, когда пациенты вызывают скорую медицинскую помощь, ну, они звонят по номеру 103, либо 112, и бывает, правда, экстренная ситуация, да, и вместо того, чтобы спокойно набраться спокойствия и четко сказать адрес, как подъехать, да, вот это все, что именно, сколько лет пациенту, они начинают нервничать, они начинают кричать быстрее и быстрее, и идет время. На самом деле диспетчеру, чтобы принять вызов, ну, это 45 секунд, да, если. Поэтому надо очень правильно, четко называть адрес обязательно. Потом вот нас еще волнует, вот, бывают сейчас дома, которые огорожены, со шлагбаумами, да, чтобы как-то все вовремя было, шлагбаумы были уже открыты. Потом, допустим, вот еще что хотела... А еще вот хотела сказать про детей. Бывают у нас дети-потеряшки. Ну, им уже 4 года было, вот 3 года там, да. Детишки не знают ни своего имени, ни фамилии. Да, они не могут назвать адрес. Ну, если у вас ребенок, допустим, ну, сейчас много детей, задержка речевого развития, да, ну, ложите тогда записочку. Во всю одежду везде, чтобы была записочка. Как зовут ребенка и адрес. Да. Как-то вот так вот, да. А потом... А про выбор профессии? Про выбор профессии. Что про выбор? Ну вот, кто хочет выбрать, какой совет хотите Кто дать? хочет. Вообще имеется в виду медикам, да? Да. В том числе скорой помощи. Ну, я так понимаю, что все... Вот, ну, я уже понимаю, да, я сама столько работаю, что те, кто выбирают медицину и остаются в ней, это все-таки... Это же не просто такие вот громкие слова «хочу помогать людям», да? Это, наверное, скорее всего, с одной стороны, вроде как будто громкие слова говоришь, когда помогать людям, а вот это... Вот я вот смотрю на наших фельдшеров молодых, вот у них прям глаза горят, они прямо вот хотят помогать, прям вот они довольны, они каждый вот, они приходят работать, и с такой, это вот все весело у них делается. И если нет любви к людям, в медицине делать, я так думаю, нечего. Да, потому что люди у нас тоже разные. Допустим, у нас тоже были такие. Вот приходят студенты, фу, там, грязный больной, там, бомж, я к нему не подойду. Но этот человек, да, ему надо оказывать помощь. Поэтому у скорпомощников нет такой ложной стыдливости. Они и бомжа смотрят с ног до головы, если требуется, да. Вот. Спасибо большое. Хочу напомнить, что у нас сегодня в студии была старший врач смены станции скорой медицинской помощи города Якутска Елена Еремеевна Ушницкая. И мы с ней говорили в целом о работе станции скорой медицинской помощи, об интересных случаях, о том, как правильно вызывать скорую медицинскую помощь, чтобы она приехала к вам своевременно и смогла оказать нужную медицинскую помощь. Какая ответственность за ложные вызовы и как сделать так, чтобы наша скорая помощь была в нужном месте, в нужное время и помогла вам. Спасибо еще раз за интересную беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошла к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Все в деталях. Будьте здоровы, не болейте. Всего вам доброго. До свидания.